В 1996 году Джохар Дудаев был убит. Россия совершила очередное военное преступление, совершив политическое убийство. Но вопрос в другом. Мы тогда помним, как складывалась ситуация в Чечне из-за российской агрессии. Очень многие страны, очень многие тогдашние союзные республики, которые были с нами, они закрыли глаза на то, что с нами происходило, на то, что с нами делалось. Но была одна страна, одна республика, это Западная Украина. Это страна, которая не забывала ни свою историю, ни нашу общую историю. И никогда не забывала, кто у нас общий враг. И в этой связи, просто насколько это символично, вы сейчас поймете, в 1996 году, в апреле месяце, Джохар Дудаев был убит, признан, весь мир как бы закрыл на это глаза, даже не комментировали, отказывались комментировать его роль, его. Парламентская ассамблея или Совет Европы в 1995 году приняли Россию, ведущую эту войну, в состав Совета Европы, когда вот эта знаменитая фраза Джохара, что с этого дня Европа стала внутренним делом России. И несмотря на все это, в 1996 году в городе Львове улица имени Лермонтова переименовывается в улицу имени Джохара Дудаева. Буквально через несколько месяцев его гибели. 3 дня. Сколько? 3 дня. Да, через 3 дня. И главным как бы виновником или главным человеком, который инициировал и провел это мероприятие, это Олег Манкевич. Потом объяснишь. И вчера мы находились, позавчера мы были в Львове, и вот на этой улице имени Джохара Дудаева, опять-таки власти и областная дума приняли решение о увековечении памяти еще мемориальной доской на этой улице. Огромное спасибо. Я хочу сейчас представить слово всей Украине в лице Олега. Спасибо. Для меня большая честь быть в этой президии, такой высокой президии. Для меня большая честь быть в этом офисе, в котором работает Адам Боровский. Это тоже легенда и польского национального движения, и мирового национального движения за свое освобождение. Когда в 90-х годах Польша начинала борьбу за свою независимость, я не был тогда депутатом, но я был среди тех людей, очень молодым тогда еще, конечно, которые были с флагами, держали эти транспаранты и были во всех этих митингах, которые начинались у нас во Львове, в других областях. Позже я уже как бы был депутатом много раз областного совета. И когда мы вспомним эти годы, 96-й год, это для всех людей, украинцев, которые имели национальное самосознание, которые чтили и свою историю национальную, и особенно борьбу чеченского народа, который тогда уже в 90-х годах, в 94-м году первый имел эту агрессию русской империи зла, мы все очень поддерживали. Поддерживал областной совет. На 2 года раньше, чем городской совет, мы приняли, наш областной совет тогда принял заявление про то, что мы поддерживаем братский чеченский народ, про то, что мы просим наше правительство, киевское правительство и там президента тогда, чтобы реагировали, помогали чеченскому народу, который, который свою борьбу за независимость вел. Но, к сожалению, тогда наше центральное правительство было, не слушало сознательного украинского народа. И я могу четко сказать, что
большому нашему сожалению, у нас не было такого президента, каким был Дудаев для чеченского народа. Наше правительство, наша власть тогда не думала так, не услышала этих правильных позиций, которые говорил Дудаев. И сегодня, в наше время, через много лет, через 30 лет, много трагедий могло бы не быть, если бы мы официально прислушались к этим словам. Я не знаю, могли бы мы обойтись без войны, навряд ли, с таким соседом, как Россия, навряд ли. Но многих проблем в государственном развитии у нас бы не было, это однозначно. Я могу еще так, знаете, такой пример навести. Я для себя вчера, когда готовился к поездке, думаю, давай я вспомню историю, когда начиналась Чеченская война и когда подписали Будапештский меморандум, за который Украина от своей вооружения, своего ядерное вооружение, просто отказалась. Это случилось. Чеченская война началась через 6 дней после того, как был подписан меморандум. А Россия тогда была одним из гарантов, что она будет мир Украине обеспечивать. Можно было поверить гаранту, который геноцид народа, мирного народа сделал, который Грозный с лица просто земли тогда сравнивал, позже, через несколько лет и так дальше. Но это был гарант, конечно, таким событиям нельзя было не прислушаться. Но Я просто ставлю, 80% города были разрушены за 2 месяца, за январь и февраль месяц, когда мы оставляли, за 2 месяца. Знаете, лучшие украинские патриоты, они были вместе с вами. Да. Добровольцы были вместе с вами. Да. Сегодня тоже лучшие добровольцы, чеченцы, представники вашего народа вместе с вами. Польские добровольцы вместе с нами. Другие народы вместе с нами. И, конечно, это очень для нас имеет большое значение. Это больше, чем дивизии, чем какие-то, знаете, такие воинские подразделения. Это моральная поддержка. Это понимание, что мы не одни, что Украина сегодня проходит то, что вы прошли, но это также понимание того, что Украина, это должно закончиться, да? Это зло, оно не может быть вечным. И слова Джохара Дудаева про то, что взойдет украинское солнце, да, это не только для Украины, это и для Европы. В первую очередь для соседних стран должно быть предупреждением, что сегодня нужно помочь Украине, которая ведет эту борьбу. Конечно, Польша, наш сосед, очень важный сосед. Мы благодарим за помощь. Страны Балтии, это для нас тоже очень важно. Они знают, что такое Российская империя в истории, да? Они знают, что такое, что это зло. И поэтому, сегодня мы говорим про историю, про историческое событие, но это не только, конечно, историческое событие, это для будущего очень важно, если мы правильно оценим, если мы правильно будем делать выводы. Знаете, пока мы сегодня у нас было изменение некоторые в планах, мы не сидели. Мы имели для себя такую очень прекрасную возможность пообщаться в комиссиях, как говорят, знаете. И мы наработали, мы познакомились, наши конкретные шаги для действий. Очень важно, чтобы мы, знаете, собирались и делали такие для себя планы, которые могут
некоторые из них реализоваться там в будущем скором, некоторые там в более долгой перспективы. Ну, там, сегодня для меня было тоже очень приятно познакомиться с Юраем Месиком, да, который книгу, оказывается, да, я про нее слышал украинским языком, перевел. «Агония империи». И тут сразу, если посмотреть, да, на первые страницы, на карту, там это один из вариантов будущего децентрализации. И мы проговорили про то, что эту книгу нужно более познакомить украинское общество, украинцев с автором, с авторами из других стран. Очень важно, чтобы была теория, важно, чтобы была практика, важно, чтобы мы помнили, важно, чтобы эти все преступления, вот мы про это говорили, да, мы не забыли. Украина как никто сегодня заинтересован, чтобы эти международные преступления за них ответили. Ну и, конечно, что вы прошли очень долгий путь. Вы были первыми, кто не побоялся. Вы сегодня это делаете. Но также на дипломатическом уровне вы сделали большую работу. И сегодня важно, чтобы наши усилия объединить и работать в этом направлении. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы делаете, за то, что вы помните. И я верю, что слова Дудаева, они пока не было как бы ошибок. Но и эти как бы вещи, слова про развал этой империи зла, мы их еще увидим, они состоятся, они будут реализованы. Но когда это случится, во многом зависит от нас с вами. Знаете, хотя иногда кажется, что уже как бы сил нет, что что мы не так многое можем. Но если мы вместе, я надеюсь, что это случится. И слава Джохару Дудаеву. Мы сегодня отмечаем его память. И слава всем героям, которые боролись и борются сегодня за независимость, за справедливость, за честь своего народа и за свободу во всем мире. Спасибо.